Симанко! С вами Центр Белорусской солидарности, и это «Речь Посполитая», программа для тех, кто интересуется польским языком или был вынужден начать его изучение. Сегодня у меня в гостях Paulina. Классный гость. Paulina, расскажи что-нибудь о себе. Cześć, jestem Paulina i dziś jako typowa Polka będę reagować na białoruskie wideomemy. Paulina будет смотреть самые яркие видосики, мемы о Беларуси. Посмотрим на ее реакцию. Ну, это же всегда интересно, как реагируют иностранцы на всю дичь, которая происходит в нашей стране. Była broń, byli prowokatorzy. Было. Было. Кто-то стрелял в спину одному человеку. Как вот этой фотографии относиться? Нормально. Женщины В вышли на Берлине то же митинг. самое, в Париже то же самое, в Лондоне то же Все самое. нормально, Абсолютно молодец. то же самое. Все нормально. Так неважно, как там. Нас как же не интересует. A dzień jak co dzień. Jest takie. Вот эти женщины, Да, эти женщины не понимают, что происходит в собственной это стране. студентки. У них нету Бить никаких- у студентов, них то ты не нету- знаешь? Подождите. Ну подождите. У них никаких вообще доказательств, что Ten tutaj z tym telefonem też jest hitem. что Лукашенко спокойно набрал больше 60%. Вопрос. А То вы есть видели человек. людей в синяках и во всем Конечно, остальном? видел. Мало того, я их видел в Польше. Да. А когда вас били в последний раз? Где, в Польше? Ну, когда платформа была у власти, были свои моменты. Ну, 80 лет назад. Białoruscy anarchiści widziani w Polsce. Не, нас били. Byłby piękny nagłówek. Когда? Нет. В Варшаве не бьют за это, потому что мы таких митингов не устраиваем. Как вы относитесь к тому, что Лукашенко с автоматом выходил? Ну, Хорошо. что показать, что... Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Потому что он президент, он свою страну хранил. Знаешь, что это? Ты Тиходайская, не, как она себя называется? Тихановская. Тихановская. Это еврейская барышня. А вам не нравятся евреи? Нет. А тебе нравится, Мне мальчик? все люди нравятся. Если Да? еврей хороший, А то, знаешь, конечно. что это у Если Израиля? еврей хороший человек. Ну, для русского человека это другое понятие. Знаешь, что это Израиль? Он мальчик? имеет в виду не другое Знаешь, понятие. знаешь, что это Израиль? По-русски. Это совсем Израиль. Израиль это государство. Не Израиль. Есть такое понятие. Израиль. Знаешь? Я понял. Вам не нравятся евреи. Не за момент, Я момент. закончил, да. Мальчик, ты jesteś u mnie na imprezie, ja cię mogę wyrzucić w Это każdym он momencie. организатор. Да, я сам Czyli to jest jego impreza. Wydało się. что я тебе говорю. Про рожок. Ну, давай. Да, Вы сказали, вам понравилось. Там рожка не было от автомата. Kurczę, powiem ci, że się wkręciłam. Normalnie jakbym stała obok. Czyli to wygląda tak. To jest... Ci ludzie się zebrali, żeby wesprzeć tutaj Łukaszenkę, prawowitego prezydenta, jedynego, prawilnego, wspaniałego, ale to jest tego pana impreza. A oczywiście żadnych Żydów, to jest tego pana impreza, nie jakichś Żydów. Prowokatorzy, anarchiści z Białorusi widziani w Polsce, ale Polska tak wspiera Łukaszenkę tutaj jednocześnie. No nie no, śmieszne. Paulina, что такое Израиль? Я искал в интернете, что такое Израиль, но так и не нашел. Может быть, ты... Właśnie, powiem ci, że tak nie chciałam pytać, żeby się nie okazało, że popełnię jakieś faux pas, że to takie oczywiste, a ja jestem jakaś niedoinformowana, ale widzę, że... В общем, поляки об этом тоже ничего не знают. Видимо, надо спросить у этого прекрасного. Może w komentarzach ktoś napisze odpowiedź. Хорошо, смотрим следующее видео. Ja jestem fanką tego pana teraz. Muszę go znaleźć na social mediach. Мне кажется, он такой герой польских мемов. Я несколько раз его даже видел где-то в Инстаграме. Może mignął, ale nie wiedziałam, że jest aż tak złoty. To jest wspaniałe po prostu. No widzisz, Dawno się tak nie emocjonowałam, powiem ci. A jeszcze ten pan w krawacie, co tylko stoi i wszystko kręci, też jest świetny. A w ogóle widzę, że to jest ogromna manifestacja, tam 8-9 tych samych osób. В общем, мы тебя смогли удивить в Польше. Tak. Widzisz, już 20 lat tu żyję i za każdym razem jednak jestem zdziwiona. Paulina, для тебя небольшая предыстория. Лукашенко обожает ездить по различным фермам, колхозам, и теперь он наведался в Jak za один starych lat. из них. Да.
Это его фишечка. Смотрим. Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто, ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку. Губернатора третьего. O, jaki dobry. Как ты думаешь, может Моровецкий тоже все-таки отправится на фермы вместе z Kaczyńskim? Nie wiem, czy Morawiecki z Kaczyńskim mają taki background pasujący. Nie wiem, czy się znają tak bardzo jak tutaj taki dyrektor kołchozu przyjechał po latach i on tutaj wszystkim powie, wszystko, troskliwy, dobry, ale to się wiąże z jego polityką niejedzenia mięsa do kartoszki. Może on wam wprowadza ekologię jakąś, może on wprowadza wegetarianizm, no słuchaj, zrywa z homo sovietikusową tradycją tutaj, ale swoją drogą zobacz, jak on się na wszystkim zna. Jak on się na wszystkim zna. Да, я думаю, что... Jak potrafi wytłumaczyć wszystko wszystkim takim językiem, żeby zrozumieli. Я думаю, что Дуда так бы не смог Nie, приехать nie, и no. рассказать, как за коровой надо ухаживать. Nie. Может быть, вы заберете себе Александра Григорьевича? Нам он точно уже не нужен, уже поднадоел. Może jednak nie. Może spróbujcie go wcisnąć komu innemu. Ну, я не знаю, у вас все много деревень, много людей, которые, как бы, вот, dеревенских, которые поддерживают PiS, вот. O, słuchaj, jakby u nas na wieś przyjechał nagle jakiś polityk, taki tutaj sługa narodu i rozstawiał wszystkich po kątach, pokazywał, jak mają krowy trzymać, jak mają ziemniaki sadzić, to by długo się na takiej wsi, długo by w gościnie nie pobył. В общем, перспектив маловато у такого политика. No. Poza tym, gdzie znajdziesz takiego drugiego stanowczego jak on? Ладно, я кому-нибудь другому тогда предложу этого президента. Нам-то он точно уж не нужен, правда? Блин, следующее видео с протестов в Беларуси. Я думаю, ты увидишь, что тут происходит. В кадре Мария Колесникова, один из лидеров. Мы сейчас продолжаем гулять по городу и не нарушаем закон. Пожалуйста, следите за своей безопасностью. Не поддавайтесь на провокации. Ваше здоровье и ваша жизнь – это самая главная ценность. Пожалуйста, берегите себя, не поддавайтесь на провокации и мирно гуляйте по городу. Я вас люблю! Что ты думаешь о женщинах, которые возглавили белорусские протесты? Какие Ojej, у тебя ощущения? Znaczy, przede wszystkim na tym filmiku zobaczyłam prawdziwą przywódczynię, tak? Prawdziwą liderkę, a nie anarchisty, o których mówił pan 2 filmiki temu. Swoją drogą też podczas protestów na Białorusi, w ogóle w Polsce rozpoczął się taki dyskurs o kulturze protestu, o sposobie protestowania, ponieważ to, co bardzo było widoczne na filmikach z waszych protestów, na nagraniach, to to, że wy protestujecie w sposób bardzo taki kulturalny. Nie niszczycie miasta, nie śmiecicie, nie wybijacie szyb i tak samo tutaj widać było, że Maria Kolesnikowa wyszła przeciwko tym wszystkim uzbrojonym po zęby mężczyznom. Właściwie ona była w podkoszulku cieniutkim, nie miała przy sobie nic, czym mogłaby się obronić i przede wszystkim też bardzo mi zaimponował sposób, w jaki ona nawoływała do dalszego marszu. To, że podkreślała, że najważniejsze jest zdrowie, bezpieczeństwo i przede wszystkim, żeby nie iść na prowokacje, ponieważ to jest w takich sytuacjach bardzo ważne. No,
prawdziwa przywódczyni. Ну, наверняка ты знаешь, что в Беларуси практически отсутствует какой-либо закон на данный момент. И вот это видео, это такая прям очень яркая иллюстрация того, что происходит у нас сейчас. Не знаю, видела ли ты его, но это... Женщина. Здорово. Сейчас выбьют. Смотри. Посмотри. Попались. Мы попали. Чего не сюда идешь? Чего вы сюда идете? Что не делаю? Ja cię. На видео был заместитель министра внутренних дел, который был с дубинкой, разбивал это стекло. Czyli to są te anarchisty biegające po ulicach. Очень похоже на Tak, них, nie, да. tamto wideo z tymi panami po prostu to jest komentarz do wszystkiego. Nie no, ciężko znaleźć nawet jakiekolwiek słowa inne niż co za masakra, więc no strasznie ciężko, strasznie w ogóle beznadziejna sytuacja. Generalnie ludzie są chyba przyzwyczajeni bardziej do sytuacji, w której to, nie mówię teraz konkretnie o Białorusi, ale o ogóle, w której to ludzie biorący udział w jakichkolwiek protestach, o cokolwiek, są napędzani swoją agresją, swoją jakąś żądzą zmian do tego, by robić jakieś zamieszki, niszczyć mienie publiczne, niszczyć ulice. Tu jest w ogóle coś zupełnie odwrotnego. Coś niesamowitego po prostu. W sensie oczywiście negatywnie niesamowitego, ale no... Смотрим следующее видео. Это прекрасный белорусский пропагандист. Великий Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин однажды сказал: «Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. И что это за Конституция такая, и для чего мне ее вдруг захотелось, право и сам не знаю». Так рассуждал либерал и прогрессист того времени, и сегодня их мышление ничуть не изменилось. Современный демократ хочет того же, то ли политической свободы, то ли пивом обожраться на фестивале, то ли в новую приставку поиграть. Это тупое, архаичное, обветшалое мышление. Мышление демократа. Когда полудикие англичане еще и не помышляли о созыве парламента, славяне правили землями с помощью народного веча. Именно оно призывало великого князя и давало ему власть и права. Самый известный пример – призыв людьми новгородскими великого князя Александра Невского, который защитил свой народ и свою страну от жестокого западного демократического нашествия католических орденов. А те, кто нас смеют сегодня поучать, всегда использовали это понятие для прикрытия своих грязных политических авантюр. Они объясняли свои вторжения в наши земли заботой о благе и процветании, об искоренении варварства и демонстрировали такое дикое варварство, от которого наши предки приходили в ужас. Забавит, когда учить нас жизни начинает спесивая страна-неудачница Польша. Она потеряла собственную государственность из-за глупости, чванства и демократического мышления элиты. Паны не могли принять ни одного закона, потому что лишили короля какой-либо власти. Они громко орали «Liberum veto», безобразно напиваясь на сборищах своего сейма, и не заметили, как оказались без страны. Не учите жить, лузеры! В это же время великая, овеянная легендами Запорожская сечь существовала на принципе истинной славянской демократии. Атаманов, которых называли батько, выбирали народным волеизъявлением, и у них хватало духу и мужества бить спесивых ляхов и неоднократно ходить в победоносные походы на турецкого султана. Как тебе эта концентрация propagandy? Ojej, no wspaniała, ale w ogóle tutaj znowu szkalują Polaków, ale znaczy nie, to jest fakt, że demokracja szlachecka akurat doprowadziła do upadku Polski, ale no jakby kontekst, w jakim jest to przedstawione jest, no ten kontekst sam jest wyrwany z kontekstu jakiegokolwiek głębszego przemyślenia, a w ogóle bardzo mnie zaintrygowało to wspomnienie o tych złych katolikach. To było całkiem zaskakujące.
Jakby tutaj się też toczy bitwa cywilizacji, widzę tutaj katolicyzm połączony ściśle z demokracją, z tą okropną demokracją, która jest w ogóle przeżytkiem. Nie, no piękne to jest. В общем, было у тебя такое чувство прекрасного Так. от нашего Григория Озаренко. Понравилось? Tak, jak on to powiedział, jak on to zmontował, w ogóle ta nieudacznica Polsza. Nie patrzcie na tą Polskę Białorusini. Паулина, спасибо тебе большое, что пришла. Мне кажется, это было очень классно, и белорусы, я думаю, оценят это видео. Все-таки всегда интересно узнать реакцию человека не из своей страны. А с вами была Речь Посполита. До новых встреч. Пока.